Тратить деньги мы умеем профессионально, умеем быстро, но вот как грамотно относиться с деньгами, да, как, в принципе, вообще с ними, так скажем, взаимодействовать, да, к сожалению, нас не научили. Но как это сделать и как правильно донести информацию нашим детям, чтобы они были более грамотно финансово обучены, чем мы поговорим об этом с нашей гостьей в студии. Анна Каменева у нас в гостях, эксперт по финансовой грамотности Национального банка Республики Башкортостан. Доброе утро. Доброе утро, доброе Анна, утро. у вас такая должность серьезная, эксперт по финансовой грамотности. Вы когда вас представляют детям, тоже как-то так говорят? Нет, обычно детям просто мы по имени представляемся, когда что-то с ребятишками проводим. Ну, на самом деле, вот Банк России, в его названии хоть и звучит слово «банк», это не та организация, которая кредиты выдает, денежки во вклады принимает. Он ближе по своим функциям к органам государственной власти. И одна из его функций – это повышение финансовой грамотности населения. Даже есть такой важный документ «Стратегия финансовой грамотности Российской Федерации». И вот один большой пласт населения, с которым нужно повышать финансовую грамотность, это обучающиеся всех уровней образования. То есть самый первый уровень, самая первая ступенька – это детские садики. И вот работа ведется, начиная от ребятишек старших и подготовительных групп, и заканчивая, ну, если мы говорим про обучающихся, то вузами. То есть это какая-то программа, которую вы даете, скажем так, воспитателям, няням, которые, да, скажем так, прописываются. Да, ну, да, примерно это дело так. Есть огромное количество разных программ, методичек и так далее, которые педагоги, родители могут черпать и использовать для того, чтобы финансовую грамотность повышать. На протяжении учебного года проводится много всего. Уроки, конференции, круглые столы, та-та-та. А сейчас летом, когда дети отдыхают, основной проект – это игровые образовательные технологии. Что говорить, взрослые-то любят поиграть, а уж дети поиграть тем более любят. А когда полезные знания даются в форме вот игры, ну, мы считаем, и не только мы считаем, педагоги дают достаточно положительную обратную связь, что заходят на ура. Дети играют, и к тому же они обучаются. Каким образом это происходит? Ну, то есть, это какие-то приложения, то есть, скажем так, или какие-то собрания с яблоками, как это нам в детстве, да? То есть, не угадал, в угол на горох, угадал, вот тебе пряник там, да? Что-то среднее, один удар плеткой. Ну, я рассказываю про свое детство. Нас так обучали. Простите меня, 4-я школа Благовещенского района. Ну, вообще есть специальный сайт, называется он «Доллиграм». Абсолютно контент для всех бесплатный. Это не коммерческий проект. Там размещены игры. Нажав кнопку «Скачать», можно получить полностью от описания, заканчивая реквизитом. Там ничего такого дорогостоящего, каких-то там что-то идти покупать для того, чтобы игру детям провести, такого нету. Максимум что-то печатать. И все материалы поделены, градированы на возраст. От 6, там 6-8 лет, 10-12 лет и докончая, ну, старшеклассниками. Игр много разных. Кому что интересно, от финансовых ребусов, кончая, ну, грубо говоря, все знают монополию, поэтому я привожу пример а-ля монополия про финансовое мошенничество. Мелкие махинации, которые законны. Это бывало ли такое, что вот вы провели какой-то экскурс, так скажем, в мир финансов, приходите через неделю проведать детей, а там уже один какой-то, смотри, есть такие-то конфетки 18,50, такие-то 13,40. Можешь выдать за 10 рублей взять? Да. Рождается такой предприимчивый дух. На самом деле, среди ребятишек достаточно большой задел, вот именно заточенных на предпринимательскую деятельность. И если это родители увидят это, подхватят, будут разбивать, мне кажется, потенциал очень хороший. Потому что дети, в отличие от нас, мозги у них не зашорены. Они очень быстро видят, где можно выгоду срубить, как это легко сделать, а где напрягаться не стоит. А какие есть симптомы ребенка, который может стать отличным предпринимателем? На что обратить внимание? Ну, наверное, во-первых, умение копить деньги, да, не транжирить. Дети, вот даже есть такой, ну, везде в литературе этот случай описан, когда проводили эксперимент, детишкам дали конфетки, маленьким детям, там, дошкольники. Предложили кушать конфетки, но сказали, если вы подождете 3 минуты и скушаете не сейчас, а
там 5 минут подождете, то вы получите уже не одну конфетку, а 2 конфетки. И только 10% детей сумели подождать, а потом этих же детей посмотрели через 15 лет. И вот факт есть факт, что дети, которые сумели подождать, они крепче на ноги в жизни стали. Ого! Интересно, предложить своему ребенку сегодня конфетку или 2 через 10 минут. Вы можете посмотреть на меня, да, и как видно, что я ждал 15 лет, а потом сорвался. Как бы, вот оно. Слушайте, а есть какие-то, вот, я не знаю, ну это понятное дело, что финансовая грамотность, обучение, приложение, игровые процессы, может быть, какие-то лайфхаки или советы родителям, которые они уже могут внедрять для того, чтобы своего ребенка обучать вот грамотно. Ну, один из вариантов, так скажем, это вот, да, посиди, подожди, да, вот там 5 минут, получишь 2 конфетки, да, а потом флюс, походу к стоматологу, может быть, какие-то... Да, мы какие-то, про может детей быть... младшего возраста, Да. дошкольного. Да, ну, значит, это психологи лучше меня скажут, что все у нас идет из семьи, да, вот все семейные привычки, они транслируются, безусловно, на детей. И если родители умеют считать деньги, ведут семейный бюджет, грамотно тратят, не делают импульсивных покупок и тому подобное, там, не сидят по уши в кредитах, то ребенок, в общем-то, это впитывает. Одна из самых лучших привычек – это дома разговаривать с ребенком про деньгах, даже с дошкольниками. Вот получили папа, мама зарплату, нам надо оплатить коммуналку, нам надо… То есть вроде бы какие-то банальные разговоры, а все равно они идут. Объяснять, на что уходят деньги. Да, к примеру, я недавно вообще ухохоталась, наблюдая, как мой младший 6-летний сын объяснял 4-летней дочери, что куча денег из 10 копеечных монеток там, или из рублевых монеток равна куче, значит, денег из рублевых монеток. Их больше, но на них можно купить одинаковое количество жвачек. О, здорово. То Вот есть у это- вас уже есть маленький педагог, который обучит еще более... Финликбез. И как отче наш, я все время трендю, что не надо покупать в магазине китайскую ерунду, лучше покопить, и тогда в конце месяца ты получишь 1000, и, дай бог, за год ты себе на смартфон в школе накопишь. Вот так вот. Это как раз-таки навык накопления. Мама, Без этого уже, никак. Мама, я уже в 11 классе, сколько можно? Я не виновата, что iPhone каждый год выпускает новый, и он дорожает. Нет, тот, который в 10 классе, я говорю, я не слежу за его смартфонами, он сам делает себе смартфоны, покупает бушные, заказывает на Алике детали, чинит. Ого. И у меня сломался Уже телефон, я предприниматель. говорю, сынок, купи мне телефон, я все равно ничего не понимаю. Он говорит, какой тебе там, тра-та-та. Я говорю, вот тебе 15 тысяч лимит, мне вот в эту сумму телефон. Ну, значит, со мной рассуждает. Я говорю, а твой телефон сколько стоит? Мам, тебе лучше об этом не знать. Потом приватно он мне уже называет сумму, которая намного больше, которой чем мне мой стало плохо, да? 15-тысячный телефон. Но это вот это сам. Это сам. Это вот такое поколение. Это хороший пример, кстати, того, что действительно финансовой грамотностью ребенка надо заниматься, и тогда, возможно, к 10 классу он сможет вас обеспечить уже обеспечить в Как минимум принципе. собрать вам новый телефон. Собрать новый телефон Это из уже как китайских минимум. запчастей. Еще да. раз давайте напомним сайт, где можно скачать Да. эти игры для дошкольников и вообще для Для школьников Дол игра. Дол, игра. Да, точка. если в браузере написать, ну, .ру, да. Точка Если ру. в браузере написать игры по финансовой грамотности, в любом сразу первым выпадет. Игры по финансовой грамотности от Национального банка Банк России, да. России. Все это в свободном доступе. Этим уже надо начать заниматься, тем более летние каникулы, время, когда ребенок, он, по крайней мере, свободен от других занятий, его можно увлечь вот такой, например, игрой. Новой игрой. Да. С нами была, встретила это утро Анна Каменева, эксперт по финансовой грамотности Национального банка Республики Башкортостан. Спасибо вам Спасибо. большое. Я думаю, информация была, ну, как минимум, интересна.